Через полчаса после его отъезда я собирался поехать тоже в Назрань. Выезжал со двора и услышал этот взрыв. Это в селении Далаково. 17 августа 2009-го. И что здесь еще добавить? Теракт, который встряхнул всю Ингушетию. Взрыв в РОВД тогда унес жизни 25 бравых мужчин. Военным я решил стать с 6 класса, так как у меня дома почти все военные, и папа, мама и старший брат тоже. Они в прямом смысле опора нации. Курсанты высших военных учебных заведений страны сегодня встретились с главой Ингушетии. Сказали, что я могу подойти к директору учебного заведения и что есть вакансии, что меня, возможно, примут. Прием граждан в Малгобеке провели представители регионального отделения партии «Единая Россия» совместно с Минобром республики. Ущерб для экономики страны в результате незаконной рубки деревьев является огромным. Ежегодно в бюджете Российской Федерации не досчитывается десятка миллиардов рублей. Кто встанет на пути черных лесорубов и служит ли действующая система внушительных штрафов сдерживающим фактором, разбирался Саид Куштов. Здесь и дневник, и здесь школьные тетради, 15 штук. «Собери ребенка в школу». Акция, в которой принять участие может каждый. Для вас это просто пенал или тетрадь, для других – возможность получить образование. Добрый вечер, это новости 24. Сегодня мы вспоминаем события 17 августа 2009-го. Именно в этот день произошел теракт в РОВД Назрани. Тогда погибли 25 человек. «Газель», начиненная взрывчаткой общей мощностью 400 килограммов в тротиловом эквиваленте, протаранила главные ворота. Въехала во двор, раздался мощный взрыв. В числе тех, кто открыл огонь по террористу, был старшина Назрановского РОВД Хусен Батаев. О трагедии через историю жизни. Репортаж Тамерлана Хамхоева. История ингушского народа знает немало имен доблестных земляков, которые не пожалели даже жизни, чтобы защитить свое отечество. В роковой день 17 августа 2009 года этот список пополнили еще больше десятка имен. В их числе Хусен Батаев. Старшина вместе с несколькими сослуживцами первым бросился остановить машину смерти. По террористу-смертнику открыли огонь, но было уже поздно. Через полчаса после его отъезда я собирался поехать тоже в Назрань. Выезжал со двора и услышал этот взрыв. Это в селении Далаково. Я сразу стал набирать номер телефона брата. Соответственно, ответа не было. И уже начали поступать мне звонки от разных ребят, что, возможно, Хусен находится, в смысле, среди погибших или в эпицентре взрыва был. Брат Хусена, Магомед, вспоминает, о том, что готовится теракт, знали еще за неделю до трагедии. Поступали сводки и ориентировки на «Газель». А сотрудники рассказывают, на том построении как раз давали точное описание машины. Утром Хусен, как всегда, уехал на работу. Уехал, но больше не вернулся. Сак арвах картеш. Тосан цахама ташкалж гамашан ташкалж гаши хамди шоу жае. Самашан алатова асету сак арвах азру хугяч хамди хажаурс. Этот роковой день для Хусена не был первым испытанием на прочность. У каждого ингуша при упоминании ночи 21 июня 2004 года перед глазами становится еще одна трагедия. Нападение вооруженной группы бандитов на республику, которое унесло десятки жизней, из памяти не сотрется. В этот день Хусен Батаев также со своим сослуживцем оказался в самой гуще событий. Поехал, невзирая на опасность. Героем для всей республики он стал еще, когда спас тяжелораненого сотрудника ОМОНа Чесыгова. Позже он вспоминал: «Ни я, ни мои дети никогда не забудут, что для меня сделал Хусен Батаев. За тот героический подвиг он был удостоен медали за отвагу».
Июньские события 2004 года, боль и сострадание к погибшим коллегам оставили в памяти Хусена Батаева нестираемый след, но служба в органах продолжалась. В то время многие его сослуживцы уволились, но Хусен даже не задумывался об этом, вспоминают родственники. Молодой человек поступил на учебу, женился, строил планы, которые воплотить в жизнь он так и не успел. Хусен посмертно удостоен ордена мужества, у него осталось 2 детей. А самое меньшее, чем могут отплатить герою те, кто живут, это память, которую время не сотрет. Тамерлан Хамхоев, Юсуп Гелесханов, Новости 24. И вот что по случаю годовщины теракта в своем инстаграм опубликовал глава региона. Цитата. «Сегодня мы вспоминаем трагические события 8-летней давности. В этот день террористы-смертники, управляя автомобилем «Газель», начиненным взрывчаткой, ворвались на территорию РВД и привели в действие взрывное устройство. Впоследствии организаторы дерзкого нападения были найдены, осуждены или уничтожены. Ни один из них не ушел от возмездия. В годовщину теракта хочу вновь выразить слова соболезнования родным и близким погибших и напомнить жителям республики: не забывайте о тех страшных днях и берегите своих детей». Конец цитаты. О том, как прошли памятные мероприятия в отделении внутренних дел по Назрановскому району, расскажет наш корреспондент Юсуп Гелесханов. В то утро капитан Ахмед Мужухоев проводил построение. Личный состав получал ориентировку на машину, которую боевики готовят для теракта. Именно в этот момент протаранили ворота. Первые пару секунд никто даже не понял, что происходит. Но ни один из сотрудников не растерялся, рассказывает капитан. Многие сотрудники мгновенно оценили ситуацию, потому что когда террорист-смертник уже был во дворе, то есть заехал во двор, по нему уже была открыта стрельба. Не одним сотрудником, как я это много раз говорил, не 2 сотрудниками, а десятками сотрудников, уже оценив данную ситуацию, уже была открыта автоматическая стрельба. Сразу отреагировали. И вот эти секунды, которые сыграли очень важную роль, дали возможность укрыться, занять более выгодные позиции для многих других сотрудников. С того дня минуло ровно 8 лет. Сегодня, теперь уже в новом ОВД, весь личный состав также построен на плацу. Боевых заданий на сегодня не будет. Сотрудники отдают дань памяти коллегам, погибшим при исполнении служебного долга. Здесь и представители Общественного совета МВД, Совета ветеранов и вдовы погибших сотрудников. Товарищ полковник, личный состав отдела МВД России по Назрановскому району по случаю траурных мероприятий построен. Традиционно в этот день гибели сотрудников мы чтим память, мы их никогда не забудем. Светлая память сотрудникам, которые погибли при совершении террористического акта. Отдавая дань высокого уважения к их памяти и тем поступкам, которые они совершили, от Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия, я заверяю всех собравшихся, что подвиг их не забыт, а имена бессмертны, живут и будут жить в нашей памяти. Это страшное преступление. Тот, кто там находился в этот день, видел, что там произошло. Врагу нельзя пожелать такого. Хочу выразить слова сочувствия и соболезнования всем погибших, близким, их друзьям. Самое большее, что мы можем сделать для них сейчас, помнить о них, сохранить память о них. Пока мы о них помним, они живут для нас, для всех. Дал я что-то на этом волну. Dal dünya çok emniyeten çok daha az bir kişiyatsı, jüret ahlakı boz, jüret daşkı boz. Değerli ölçüler aleyhissalatü vesselam segvin yani da yani çoğayı segvin çoğay fokah oldu yani hatvin çitiha segvin yani çadoş yani çuvaliyeti. Segvin çoğ yedi ezuk kanvaliyaha segvin çoğ duka az bol segvin yani çın kanahtar. По погибшим сотрудникам собравшиеся прочитали дуа. Внимание семьям погибших сотрудников в районном ОВД стараются оказывать регулярно. Помощь в виде продуктовых наборов несколько десятков семей получают и сегодня. В результате трагедии погибло 25 человек, 136, включая и мирных жителей, получили ранения. Здание ОВД практически полностью было разрушено. От мощного взрыва пострадал и близлежащий многоэтажный дом. Стереть боль потери родных людей не сможет ни время, ни перемены, но все же утешает одно.
Преступление не осталось безнаказанным. 2 марта 2010-го, спустя 7 месяцев после взрыва, в ходе спецоперации Выкажева были уничтожены 6 членов НВФ, в числе которых лидер бандподполья Александр Тихомиров, в узких кругах более известный как Саид Бурятский. По информации правоохранительных органов, Бурятский также был причастен к покушению на главу Ингушетии Юнусбека Евкурова и подрыву Невского экспресса. Юсуп Гелисханов, Адам Кадзоев, Новости 24. С теми, на кого в будущем можно будет положиться гражданскому населению, с представителями доблестных профессий военного профиля встретился глава Ингушетии. Беседа с курсантами высших военных учебных заведений страны прошла в непринужденной атмосфере за чашкой чая. Здесь же отличников учебы поощрили грамотами от руководителя республики. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Почти вся будущая военная элита Ингушетии и России в одном зале. На ежегодную встречу Юнусбек Евкуров пригласил курсантов всех высших военных учебных заведений страны. Но многие приехать не смогли. Глава республики отмечает, эту ситуацию нужно менять. Уважаемый военком, вы должны обязывать каждого курсанта, офицера прибывать домой, выступать в своей школе, в эти каникулы, ходить по родственникам, ходить на телевидение, коллективно или не коллективно. Поэтому хорошо эту практику укрепить, закрепить и нарастить. В военных учебных заведениях России обучается немало и наших земляков, которые прославляют свой край, набираясь знаний и достойно представляя Ингушетию. В их числе и Микаил Дидигов, молодой человек на 4-м курсе одного из престижнейших военных вузов страны. Вопреки всем трудностям учеба проходит легко, отмечает курсант. А подобные встречи мотивируют на еще более высокие достижения. Военным я решил стать с 6 класса, так как у меня дома почти все военные, и папа, мама и старший брат тоже. Я огневая подготовка, а также мне нравится тактика. Также я являюсь призером чемпионата России среди высших военных учебных заведений сухопутных войск Российской Федерации. Пойти по стопам знаменитых земляков и зарекомендовать себя на военном поприще настоящим патриотом и профессионалом – задача, которая стоит перед этими молодыми людьми. Да, сложная, но трудностей ребята не боятся, что они уже доказали, встав на путь военнослужащего. Вот такие люди, как Налигиев, наша дикая дивизия, Ингушский полк, и во всех войнах, в которых участвовали, тот же, как мы говорим, там, первый герой Советского Союза, я веду со временем уже после Великой Отечественной, Руслан Аушев, тогда еще в Чечне Ингушетии первого был. Надо понимать, гордиться, и не думать, что вы где-то там, они где-то в космосе, и они их слепили из чего-то. Нет, они такие же, как мы все вместе с многодетных семей. Отличившихся в учебе награждают грамотами главы. Для своих однокурсников они пример для подражания. Что говорить о тех, кто только задумывается над выбором дальнейшей жизненной стези. Благодарность от главы региона за отличную учебу и хорошие достижения получает и Муса Муталиев. В военный вуз молодой человек поступил за 2-м образованием. Курсант планирует и дальше прославлять родной край, как, впрочем, и его лучший друг, однокурсник. Поступил в 2008 году в Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, закончил в 2013 году. После этого поступил в военный университет Министерства обороны, обучаясь на 5-м курсе финансово-экономического факультета по дисциплине экономической безопасности. Выбрал этот путь, чтобы стать эрудированным офицером российской армии. Больше мне подаются дисциплины, такие как тактика, специальная подготовка, больше всего профильные предметы, психология и так далее. Еще один отличник, Адам Тавбулатов. С выбором военного направления молодой человек точно не прогадал. Успехи говорят сами за себя. Возможно, Ингушетия скоро будет чествовать еще одного выдающегося военного. Самое главное для нас это практика, как для любого юриста. Потому что если не будет практики, то как бы ты ни изучал теорию, ты не будешь знать свою работу. Поэтому вот сейчас у нас на 3-м курсе, через год, у меня уже будет практика в вооруженных сил. Мы будем уже выезжать в города России. В завершении встречи традиционное общее фото. Пожелав курсантам удачной учебы, глава Ингушетии предоставил молодым людям возможность посидеть в дружной компании уже самим. Где собирается много военных, там всегда шумно и весело. А там, где весело, обязательно зажигательная лезгинка. В следующем году, как надеются собравшиеся, курсантов будет намного больше, а значит список отличившихся в учебе тоже будет длиннее. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.
Прием граждан в Малгобеке провели представители регионального отделения партии «Единая Россия» совместно с Минобром республики. Вопросы жителей в основном касались трудоустройства. К примеру, физик по образованию Фатима Албогачеева уже 3 года не может устроиться на работу. В местной школе ей отказали, ссылаясь на отсутствие вакантных мест. Депутаты пообещали рассмотреть этот вопрос и помочь с трудоустройством. Мне сказали, если после некоторых вопросов, сказали, что я могу подойти к директору учебного заведения и что есть вакансии, что меня, возможно, примут. Очередь в детские сады, проблемы с трудоустройством в школы и СУЗы. Большинство обратившихся поднимали именно такие вопросы. В ближайшее время прием граждан планируется провести в Сунже, Назране и Малгобекском районах. Было 12 вопросов, 12 посетителей. Из них 8 мы смогли помочь сегодня, а остальные вопросы взяты на контроль и будут решаться по мере возможностей. Мы уже трудоустроили человека, учителем физкультуры в школу. Он спортсмен, молодой парень совсем, 90-го года рождения, и нам удалось устроить. Глава Ингушетии провел совещание с премьером Русланом Гагиевым и зампредами правительства. Помимо текущих вопросов, практически по всем отраслям развития региона затронули реализацию дорожной карты в рамках внедрения целевой модели подключения к системам теплоснабжения, подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, проведение благотворительной акции «Собери ребенка в школу» и подготовку к проведению турнира «Дорога в М1. Битва в Назране». Ну а затем уже с депутатом Госдумы Юша Газгиреевым глава региона обсудил вопросы, связанные с берегоукреплением и изменением русла реки Назранка. Газгиреев отметил, недавно на эти работы были направлены средства в рамках ФЦП развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах. Глава заметил, что за последние годы много сделано по восстановлению реки и что депутатский корпус не должен самоустраняться от важных для республики проектов. По реке Назранке мы последние лет 8-10 ведем достаточно масштабную работу, чтобы сохранить эту речку. Она исторически протекала, исторически русло было другое, от Камбелеевки, но сегодня эта речка течет от Алханчурского канала. Там очень много самозахватов, водоохранная зона практически не соблюдается. Это вопрос болезненный. Без подключения органов власти этот вопрос самостоятельно не решить. Но нам необходимо сохранение этой речки. Этот вопрос тоже мы сегодня главой обсуждали. Это важная работа для нас. И важная работа то, что сегодня есть объекты, которые сегодня с общей помощью предпринимателей, депутатов, без привлечения бюджетных средств нам необходимо завершить. Это республиканские объекты. Будь это амбулатория, другие частные инициативы. Социальный проект. Вот эти вопросы мы сегодня обсуждали с главой. В Яндаре прошел рейд по выявлению незаконного сруба леса. В селе функционируют 2 пилорамы. Напомню, вырубка может считаться законной при наличии договора аренды или купли-продажи участка с лесными насаждениями, который приобретен с целью промышленной заготовки. В случае нарушения законодательства черным лесорубам светит штраф, причем немалый. Саид Куштов расскажет подробно. На эти свежесрубленные деревья сельские лесничие наткнулись утром. В ходе планового обхода территории, видимо, кто-то еще не успел вывести их незаметно. Что же все-таки остановило нарушителей, неясно. Может, побоялись поднять шум и попасться участковому лесничему. А ведь потом штраф точно придется выплачивать. Впрочем, поймать на месте преступления удается далеко не всех нарушителей. Благодаря новой технологии черные лесорубы могут срубать деревья практически бесшумно, говорят лесничие. Но сам участок круглосуточно под надзором. Находимся, работаем, тут есть постоянно. Даже и ночью выявляем, вот видишь, лес вот лежит тихо, нарушителей. Выявляем, ловим, доставляем, даже с органами власти работаем, участкового вызываем иногда.
Те тоже работают тут, ездят тоже постоянно, кроме нас. Вырубка леса может производиться только на законных основаниях, то есть при наличии официальных разрешающих документов. К ним относятся договор аренды и купли-продажи участка с лесными насаждениями, который приобретен с целью промышленной заготовки. В прошлом году ингушские инспекторы начали активную работу по выявлению незваных гостей в лесах. Тогда удалось пресечь 2 случая нелегальной вырубки, а нарушителей привлечь к административной ответственности. Нарушений больших не наблюдается. И, можно сказать, их в принципе нет. Но иногда попадаются. Это прежние, которые были старые, можно сказать, незаконные лесорубы. Они уже прекратили свою деятельность. В Яндере функционируют 2 пилорамы, куда черные лесорубы, возможно, издают срубленные деревья. Впрочем, такие предположения после проверки у надзорных инспекторов быстро развеялись. Все участки липы, качар, но хозяин театр должен участвовать. Пилорам и уют. Так не работает, а ербол без пилорам. Незаконная вырубка леса жестко пресекается не только в нашем регионе. Борьба с варварским отношением к природному богатству ведется компетентными органами масштабов всей страны. Ущерб для экономики страны в результате незаконной рубки деревьев является огромным. Ежегодно в бюджете Российской Федерации не досчитывается десятка миллиардов рублей. Саид Куштов, Адам Долгиев, Новости 24. Ингушетия отправится в туристическую поездку по программе «Моя Россия». Комитет Республики по туризму участвует в реализации национальной программы развития детского туризма. Инициатор проекта – Минкульт России. В поездку приглашаются школьники из Ингушетии в возрасте от 12 до 17 лет по маршрутам: Санкт-Петербург и Великий Волжский путь, включающий Самару, Тольятти, Тархан и Пензу. Отберут более 60 ребят. Проживание в гостиницах, 3-разовое питание, обзорные экскурсии, посещение музеев и памятных мест. Все это финансируется за счет средств федерального бюджета. Ну а транспортные расходы возлагаются на родителей. Количество мест ограничено. Заявки на участие отправлять на адрес электронной почты email turism@mail.ru. В преддверии нового учебного года региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с благотворительными организациями оказывает помощь малоимущим семьям республики. В рамках ежегодной акции «В первый раз, в первый класс» депутаты подготовили портфели для учащихся младших классов со всей необходимой школьной канцелярией. Наборы закуплены за счет внебюджетных средств. Помощь получат более 300 семей. Это та небольшая помощь нуждающимся семьям, подготовки первоклассников в школу. Нуждающих семей у нас действительно много. Все-таки, чтобы более справедливо было распределение по семьям, мы пригласили сегодня и представителей наших известных фондов республики. Это Пешем, МЯЛ, КДЛ и также ВОШЛ. Все с той же целью – помощи многодетным и малоимущим семьям в сборах детей к 1 сентября по республике проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Так, в Далакове за счет привлечения спонсоров удалось обеспечить необходимыми школьными принадлежностями около 70 девчонок и мальчишек. Помогли с портфелями и канцтоварами. Залина Магушкова расскажет подробнее. В администрацию Далакова приглашены родители, для которых новый учебный год начинается с вопроса, на что собрать ребенка в школу. Уже не первый год малоимущим семьям местные власти стараются хоть немного облегчить их хлопоты. На такую помощь в виде портфелей со школьными принадлежностями могут рассчитывать многодетные семьи, где больше 3 детей, а также сироты и полусироты. Школьные товары рассчитаны для учащихся с 1 по 5 классы. Здесь наборы как для девочек в цветных портфелях, так и для мальчиков классического черного цвета. В этих портфелях из соображений все потребности сегодня наших школьных учреждений. Здесь и дневник, и здесь школьные тетради, 15 штук. У Заремы Джандаровой 7 детей, 4 из них школьники. Получив бесплатно 3 готовых комплекта для учебы, теперь не надо беспокоиться, потянет ли семейный бюджет все школьные расходы. Для тех, кто не смог прийти в администрацию, сотрудники развозят портфели на дом. В результате новые школьные обновки получат 70 далаковских школьников. Все расходы на подарки детям взяли на себя привлеченные спонсоры, которые пожелали остаться неизвестными. На каждую семью мы так распределили направление. 3, если в школу идет 6 детей, значит мы выделяем
4 портфеля. Если трое, значит 2 портфеля. Если двое, 1 портфель. В семье Джандаровых подрастает 6 детей. Гостей первым встречает один из младших, 7-летний Руслан. Для него школьная пора только начинается. Ежегодная благотворительная акция «Собери ребенка в школу» в республике уже переросла в добрую традицию. Перед новым днем знаний свою лепту в благое дело вносят сотрудники различных министерств и ведомств, организаций, муниципалитетов, да и просто неравнодушные жители, кто в состоянии оказать благотворительную помощь. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Приобрести все необходимое для школы, заодно закупить продукты и предметы домашнего быта можно в магазине номер 3 в Назране. Название лаконичное, но сути не умаляет. Самый взыскательный покупатель найдет все, что ему по душе. Закупилась и наш корреспондент Мака Килиматова. Шибилова Самира своему новому портфелю рада как никогда. Все потому, что выбирала сама. Теперь остается закупиться тетрадями и ручками. Впрочем, все это также есть в магазине номер 3, даже для самого взыскательного покупателя. Есть вот такие рюкзачки. Я себе купила вот такой рюкзак. И сейчас скоро будет 1 сентября, и я здесь куплю себе тетрадки, пеналы, ручки и все необходимое. В преддверии 1 сентября покупка канцелярских товаров становится как никогда актуальной. Новый супермаркет открылся рядом с Назрановской 3-й школой. Здесь каждый может порадовать себя и свою семью приятными покупками по выгодным ценам. Ассортимент начиная от продуктов питания, заканчивая предметами гардероба. У нас большой супермаркет, он находится по Московской 70, рядом с 3-й школой. В принципе, у нас все. У нас бытовая химия, детская и взрослая обувь, кондитерские изделия, детское питание, канцелярия. У нас все есть. У нас все условия, холодильники, кондиционер. Мы поддерживаем температуру, которая нужна для продуктов. Свежие продукты – основа для качественного питания. Именно поэтому в магазине номер 3 заботятся о сохранности продуктов и овощей. А для гурманов здесь самый настоящий рай – широкий выбор специй и соусов. В отделе сладостей же просто глаза разбегаются от разнообразия ярких конфетных фантиков. Ассортимент насчитывает около 100 видов различных шоколадных изделий, пирожных, печеньев, кексов, рулетов и прочих лакомств. А покупатели, кстати, которые следят за фигурой, могут выбрать низкокалорийные молочные продукты или товары диетического питания. В отделе чая и кофе также можно приобрести всевозможные сорта напитков. С открытием этого магазина у жильцов ближайших домов отпала необходимость, по-моему, ездить на центральный рынок. Цены приемлемые, обслуживание полностью. У вас свадебное торжество, и вы не можете выбрать красивую посуду? Огромный выбор кастрюль, столовых сервизов точно не оставит никого равнодушным. Магазин номер 3 заботится и о самых маленьких. Огромное разнообразие качественных продуктов детского питания от самого рождения. Там же вы найдете развивающие игрушки и все, что необходимо для ухода за малышом. А чтобы в доме везде царили уют и чистота, здесь представлен огромный ассортимент всевозможных моющих и чистящих средств для всего дома. Есть абсолютно все – мыло, стиральные порошки, кондиционеры, шампуни. Очень хороший магазин. Любая хозяйка всегда стремится создать теплую атмосферу в доме, поэтому домашний текстиль всегда востребован. Скатерть для уютной гостиной, полотенца для кухни и ванны, мягкие пледы и нежное постельное белье. Доступные цены и качественное обслуживание. Магазин номер 3 ждет вас в любое время. Мака Килиматова, Сурхо Кусиев, Новости 24. Ангушт готовится к предстоящей игре, которая пройдет во Владикавказе. Там наши футболисты встретятся с командой «Спартак». Это будет матч 5-го тура первенства профессиональной футбольной лиги «Зоны Юг». Подробности тренировочного процесса и выбранной стратегии Мнузи Лимхана Калоева. Подготовка футболиста начинается со сбора в штабе, и только после этого игроки выходят на поле. Тренировка, как правило, стартует с легкой разминки. В футболе редко обходится без травм, поэтому тренер старается, чтобы ребята ответственно подходили к упражнениям. На тренировке весь состав Ангушта. На данный момент Ангушт готовится к выездному матчу против Владикавказского «Спартака». Все надеются на победу. Прошедший матч выдался весьма напряженным. В том, что команда «Легион Динамо» из Махачкалы сильный соперник, игроки убедились сразу. Впрочем, эта встреча для Ангушта завершилась удачно. Решающий второй гол у ворота соперника забил Расул Гитинов.
проигрывая 1-0 в первом тайме, во втором тайме вышли, отыгрались. И победный гол как бы всегда уже более такой радостный, чем первый даже. Безусловно, на выездных матчах играть куда сложнее, отмечает Асланбек Конов. Ведь дома даже стены помогают. Впрочем, в поддержке болельщиков футболисты не чувствуют недостатка. Осетинская команда всегда была техничной командой. Они, я думаю, будут тоже настраиваться на нас, как на последнюю игру. Тем более они сейчас начали неудачно, думаю, будет как на последний бой будет. В предстоящей встрече со «Спартаком» наша команда подходит с боевым настроем. На положительный результат Ангуш не надеется, а уверен в нем. Большая ответственность самой подготовки ложится на плечи наставника. Понятно, что игра со «Спартаком» Владикавказ очень важная, поэтому настраивается и команда, и мы все на серьезную игру. И я думаю, на положительный результат, надеюсь. На подготовку к очередной встрече у футболистов Ангушта еще один день. Матч со «Спартаком» пройдет 19 августа во Владикавказе. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.